Читаем парламентскую газету от 10 августа 2017 года. Внутрисетевой роуминг должен исчезнуть к середине августа. За исполнением предписаний ФАС проследят законодатели. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против крупнейших мобильных операторов – Билайн, МТС, Мегафон и Теле2 из-за необоснованно высоких цен на услуги внутрисетевого и национального роуминга. Еще 2 недели назад ведомство потребовало от «Большой четверки» устранить разницу на тарифах на звонки дома и в поездках по стране. Однако это предписание так и не было выполнено. Крайний срок отмены внутрисетевого роуминга истекает в середине августа, после чего ФАС намерена применить к операторам связи жесткие меры, вплоть до взыскания необоснованно полученного дохода. Сегодня в России действует несколько видов роуминга – национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Бесплатным является только национальный роуминг в случае аварийных ситуаций. Внутрисетевой действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Каждый раз, когда еду в очередную командировку по России, приходится подключать дополнительный пакет услуг, чтобы роуминг не был таким большим. Возмущается, как и тысячи российских абонентов, член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Павел Сычев. В Минкомсвязи идею отмены роуминга поддерживают, однако опасаются, что это может привести к росту цен на сотовую связь. ФАС эти аргументы считают надуманными. Ведомство уверяет, что компания технически готова к отмене внутрисетевого роуминга, да и 2-недельный срок, в который надо было устранить разницу в тарифах, взят не с потолка. Именно столько времени требуется для изменения в случаях, когда инициаторами выступают сами операторы. Позицию Федеральной антимонопольной службы разделяет и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Как сообщил парламентской газете член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков, за исполнением предписаний ФАС будет осуществляться парламентский контроль. Безусловно, все компании, входящие в Большую четверку, заявят, что изменить внутрисетевой роуминг сложно и очень затратно, уверяет Юрков. Однако, по мнению парламентария, все эти аргументы не имеют основания, так как у каждой компании достаточно большой запас финансовой прочности. Внутрисетевой роуминг ничем не обусловлен, он не требует дополнительных установок, обращает внимание заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко. По мнению сенатора, введение роуминга внутри страны обусловлено в первую очередь стремлением бизнеса получить максимальную прибыль. Но это желание стоит соизмерять с интересами абонентов. Член Совета при председателе Палаты регионов Павел Сычев в свою очередь уверен, что отмена роуминга только первый шаг в создании единой телекоммуникационной сети. Следующим должен стать бесплатный интернет внутри единой сети. Крайний срок, обозначенный ФАС, истекает в середине августа, после чего Большую четверку ждут штрафные санкции. Однако даже после присланного СМС-уведомления об изменении роуминга абонентам расслабляться не стоит. Не исключено, что операторы попытаются замаскировать свои расходы, повысив тарифы на услуги. Компании могут попытаться найти лазейки, поэтому я советую абонентам следить за своими расходами, особенно в первое время, и в случае необоснованного повышения тарифов уведомить об этом Федеральную антимонопольную службу, советует абонентам Павел Сычев. Статью подготовила Светлана Заверняева, Ирина Константинова, Павел Павлов. Для рубрики «Читаем газеты».